В зале ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного университета имени Костахи Тагурова прошли вторые свято-георгиевские епархиальные чтения «Православие. Этнос. Культура». Форум состоялся по благословению архиепископа Владикавказского и Аланского Зосимы в рамках подготовки к празднованию тысячестолетия крещения Алании. Перед началом чтений участники посетили средневековый храм Георгия Победоносца в селении Нузал, где архиепископ Владикавказский и Аланский Зосима совершил молебен. Участие в пленарном заседании вторых свято-георгиевских чтений приняли государственные и общественные деятели, священнослужители, представители творческой и научной интеллигенции Южной и Северной Осетии и других регионов России. Почетным гостем форума стал хранитель ключей храма Гроба Господня в Иерусалиме шейх Ваджих Нусейбе. Выступление докладчиков открыл премьерный показ документального фильма о культуре осетинского народа «Путь предков». Основными темами конференции «Православие. Этнос. Культура» в нынешнем году стали жития подвижников благочестия в Алании и на Руси, а также вопросы перевода священного писания и богослужебных книг на осетинский язык. На конференции были представлены результаты работы в этих направлениях. Первый том репринтного переиздания Владикавказских епархиальных ведомостей, в который вошли все выпуски газеты за 1895 год, специально изданная ко вторым свято-георгиевским чтениям книга, содержащая ценнейшие материалы по истории края, состоялась презентация книги о выдающемся осетинском скульпторе Сосланбиеке Едеве. Архиепископ Зосима особо отметил труды тех, кто занимается сохранением национальной культуры, вручил им архиерейские награды. Подводя итоги форума, владыка подчеркнул значимость чтений как открытой площадки, где духовенство, ученые и представители государственных структур совместно обсуждают широкий круг вопросов, связанных с историей и культурой Осетии. Мы должны вместе решать эти вопросы, вместе трудиться, вместе созидать и никому не мешать. Не вмешиваться в чужие дела, не учить друг друга и не переходить границы. Это ваше, значит, это ваше, это наше, это еще что-то, но это все Божье. Все Божье. И мы должны в мире жить, в любви, согласии, понимать друг друга.